Ты обратно включи. Пошел, да? Здравствуйте, мы начинаем прямой эфир. Извините за задержку в связи с тем, что у нас здесь уходил интернет, пришлось немного задержаться. Кстати, хочу сказать, что интернет пропадает с сегодняшней ночи. Ну, это и ТТК Ростелеком. Сегодня у нас в студии Павел Валерьевич Кинофондов, депутат Государственного собрания ИЛТУМЭН, и я, журналист Олег Леонидович Желнин. Сегодня разговор наш пойдет о итогах выборах и предстоящих выборах, наверное, Государственную Думу. И, наверное, еще и реорганизации нашего парламента. Но я думаю, что не будем так много говорить об этом. И первый же вопрос, вот, Павел, я уже посмотрел, сколько много вы пишете о выборах. Почему вы так неравнодушны к ним? По идее, вы же депутат Госдумы, извиняюсь, Государственного собрания ИЛТУМЭН. Зачем вам выборы, извините, главы города Якутска? Ответ простой, на самом деле. Ну, я, во-первых, как горожанин, а во-вторых, я все-таки депутат от Сосянского округа и очень плотно занимаюсь проблемой именно города и Сосянского округа, это Дрожжина. Вот, я работаю над тем, чтобы у нас была программа газификации. Я работаю над тем, чтобы у нас появилась программа по водоотведению по ливневой системе в города Якутска. Работаю над тем, чтобы у нас дороги были в нормальном состоянии. Работаю над тем, чтобы мусорные проблемы решить, по собакам решить. Поэтому я очень глубоко зашел в проблемы города Якутска. И знаю, что эти проблемы можно решить только системным подходом. Когда есть понимание не хайповать, есть понимание не политизировать, а есть понимание работать над тем, чтобы привлекать больше сторонников именно решения городских проблем. Вот поэтому, когда идут выборы, я вижу, как депутат, как народный депутат города, да, где и в какой момент я должен поддержать ту систему, которую выстроила Сардана Владимировна. То есть она выстроила команду, она наметила планы, по которым должен город развиваться. Да? И как неравнодушный горожанин, Сардана Владимировна, она подобрала тех людей, которые в принципе в состоянии этот груз держать и решать эти проблемы. Вот и все. Ну, меня-то удивил такой вопрос, я в гуще событий, да, я могу сказать, что вначале приняла решение о выборах Якутская городская дума, мы там наблюдали определенные выступления наших депутатов различных партий Якутской городской думы, потом они подали в суд и так далее, и заметили, да, все говорили о том, что очень мало времени на выборную гонку. Но тем не менее, я был удивлен, когда узнал, что кандидатов на пост главы города Якутска было аж 11 человек. 11. Это же достаточно большое число для кандидата на пост главы, в принципе. Вот, надо открыто сказать, что околополитические группы, скажем, да, и политические партии, они всегда прослеживают варианты событий, как будет все это происходить. И когда Сардана Владимировна показала, информировала, что у нее начинаются проблемы со здоровьем, это очень большой сигнал для всех. И сигнал довольно понятный, потому что здоровье это все-таки ценнее. И очень многие уже, которые возле политики, люди, которые находятся, они сразу этот сигнал поняли. Соответственно, они начали готовиться. Готовились все. Поэтому говорить о том, что никто не знал, или там сроки какие сжатые были, это на самом деле опять заигрывание с населением. Что вот там, посмотрите, там плохая власть. То есть получается, в действительности, как бы мы были определены, население было занято своими определенными проблемами. Да. И никто не заметил, что после 11 января, да, правильно? Да. Уже началась подготовка к выборам. Естественно, да. Естественно. И неоднозначное заявление кандидатов, да, когда там времени не хватило. Это на самом деле лукавство. Лукавство. Это чистая воды лукавство, это чистая воды попытка перетянуть к себе
количество людей. Обычно у нас население очень доброе, наше население. Мы, вот, когда людей обижают, мы очень сильно переживаем и за них заступаемся. Это нормальное качество наших северян, наших людей. И некоторые политиканы используют это качество под себя. Ну, то есть, вот посмотрите, нас обидели, давайте защищайте нас. И, соответственно, как бы, ведут за собой тех людей, которые немного не определились. То есть Лукасово было, никто ничего не говорит, да? Но тем не менее выборы прошли. Здесь надо сказать, я не буду, наверное, вот в эти вещи, как все люди, спойлер, не спойлер, заявление в суд, не в суд, ну как бы в любом случае, насколько я понял, в других регионах это как за милую душу мне сказали, это обязательно. От Екатеринбурга до Воронежа, как мне объясняли. А у нас просто-напросто, видимо, первый класс опять, что ли. И хотел бы просто задать вопрос. В принципе, это же, с одной стороны, Прокопьев сыграл определенную такую роль, когда отсеял лишних людей, я так это сказал, действительности. И как бы могли охарактеризовать, это в принципе хорошо или плохо, или как многие говорят, вот меня не пустили, где наша демократия. Ну, вообще, чем хороша демократия, да? Тем, что работает закон. То есть основа демократии – это когда работает закон. Основа демократии, когда люди открыто заявляют свои позиции. Вот, соответственно, если кандидат не готов предоставить нормальные документы и, соответственно, защищать себя, именно себя, защищать себя на выборах, да, то как он собирается защищать население и своих избирателей, когда он изберется? Ну я не знаю, грамотно должен быть человек. Я поясню, почему я так. Изначально это во-первых. Во-вторых, он должен собрать вокруг себя команду грамотных людей. Вот это очень многое зависит. То есть можно собрать разного рода людей, да? Но если они по каким-то направлениям не являются профессионалами, а в общих чертах там все это знают, то очень тяжело будет для этого кандидата. То есть поэтому здесь имеется в виду именно качество твоей команды. Как ты качественных людей подбираешь себе, для того, чтобы... Если касается суда, то получаются плохие юристы, потому что в начале выборов, когда мы, работая с избиркомом городским, да, опубликовывали там сведения, там четко было написано доверенные лица. Понимаете, когда выяснилось, что Прокопьев сказал о том, что они предоставили список доверенных лиц, ну для меня это было, честно скажу, непонятно. Непонятно, это серьезно, это правильно. Мы же не можем всю тактику понять, как действовала, допустим, та или иная сторона, да? Может быть, у них в планах не входило, да, чтобы ее снимали. Такое тоже может быть. Ну, ладно, это я лично мое мнение. Столько времени, затрат для того, чтобы сняли, мне больше ничего не я думаю, тех, кто сняли, они ничего практически не потратили даже. Честно. Нет, время, семейные. Нет, это понятно, но они уже давно не оценивают это время. Понятно. Да, то есть они давно это время не оценивают. Они находятся в гуще сопротивления, и в принципе они думают, что они делают правильно и все. И для них это время, которое ценно для нас, да, она практически ничего не стоит. Вот надо говорить открыто, да, вот насчет лукавства, да. Если это около политические силы это понимали, и они готовились к этому, да, варианту, и рассматривали разные действия, да, со справедливой Россией они будут действовать, там, или с новыми людьми будут действовать, там, и так далее. Самым открытым и самым честным здесь оказалась власть. Знаешь почему? Потому что они с первых же дней открытым текстом сказали, наш кандидат это Григорьев Евгений. Они не стали там где-то там прятать его, да? Они не стали там подумаем, там, кто будет кандидатом, да? Ну, если брать противоположность, другую коалицию, Федоров и Обидин, когда они вышли вдвоем и сказали, мы вдвоем. Да, ну, они начали как-то играть, а вот на самом деле именно, что мы хотим? Мы же всегда хотим, чтобы власть была открытой, мы же всегда
этого добиваемся, да? Ну да. Мы говорим, будьте открытыми, да, будьте честными, да? А когда руководство поступает честно и открыто, мы начинаем говорить, все за нас решили. То есть нам не угодишь в этой позиции. То есть они конкретно сказали, Сардан Владимирович, вот мы приехали, Арсений Сергеевич посмотрел всех кандидатов и сказал, да, действительно, человек достоин управлять городом, и, в принципе, я его тоже поддерживаю. Это же нормально, когда открыто действует власть. А после этих событий все начали говорить о том, что и они вот все решили, все за нас, все решено, а на самом деле выборы показали, что не все решено. Выборы показали, что все-таки решает население. Никто же все партии признали, что выборы прошли честно, без нарушений. Все, абсолютно. Абсолютно все. Справедливая Россия, КПРФ, все ЛДПР, все участники признали, что выборы прошли достойно, и выборы прошли с мелкими, конечно, нарушениями, но существенными. Это о чем говорит? О том, что народ выбрал. У нас здесь присоединилась журналист Сюзанна Рожина. Сюзанна, ты с нами? Да, естественно, я вас слышу, я вас вижу. Вот как ты оцениваешь наш разговор? Павел Валерьевич говорит о том, что власть поступила честно, объявив кандидатом от власти Евгения Григорьева. А как твое... На самом деле, да, соглашусь с Павлом, потому что с самого начала, с 11 января, как только Сардана Владимировна объявила о том, что она уходит по состоянию здоровья, и она сказала, вот мой преемник, и потом уже начались и Арсений Сергеевич его поддержал, но у всех была такая задняя мысль, скорее всего, поменяют, ДП-1 поставит своего кандидата, он, наверное, технически, просто переходной, такие разговоры даже в нашей журналистской среде, они имели место быть, но когда с самого начала и до конца пошел Евгений Григорьев, то сейчас говорят, извините, тот самый Виталий Аверин, он говорит, власть топила за Григорьева аж с 11 января, его водили, его показывали по телевизору. Кстати, для меня стало знаковым, как раз таки, когда я пост писала у себя в Инстаграме, для меня стало знаковым именно появление Евгения Николаевича на Якутии-24. Как человек, который там работал, я изнутри знаю, что там, как там. Если человек попал на Якутию-24, это уже о многом говорит, допустим, тем более интервью брала Ирина Ефимова, то есть тут для меня уже все стало ясно, что это реально кандидат, который имеет поддержку и со стороны мэрии, и со стороны ДП-1, и я уже тогда поняла, что, и поэтому я пост написала. И вот мы как раз-таки с Павлом были, наверное, одни из первых людей, которые громогласно и одни из первых поддержали в открытую Григорьева. И мы получается, эту поддержку пронесли до самого конца, до победного конца, Вы определились, так скажем, сразу, ожесточенная, борьба была конкурентная. И как раз-таки на самом деле оппозиция, она нужна здоровая оппозиция, но не такая оголтелая, и не такая голодная, не такая яростная, и не такая агрессивная, какая она у нас есть. И все-таки политический плюрализм, на мой взгляд, он должен быть. Конечно, кроме партии власти, кроме Единой России, должны быть на политическом поле, на политической арене другие партии. И вот эти партии, которые сейчас есть у нас, помимо Единой России, Справедливая Россия, коммунисты, ЛДПР, они уже, господи, 90-х годов, они уже у нас маячат, нету. И поэтому было бы очень хорошо, если бы на политической арене появилась какая-нибудь другая политическая сила, возможно, либеральная, или еще, которая именно сейчас нравится оппозиционерам, но при этом именно здоровая, которая сможет объединить думающую. Вот сейчас данные выборы показали нам что? Показали то, что люди голосуют не за личности, которые выдвинуты, а именно просто, извините меня, просто против партии власти, против ядро. Сколько
то есть у меня в интернете на меня вылилась грязь, да, вот, Рожина, ты продалась, ты должна была бороться со злом, вместо этого ты примкнула к этому злу, ты такая же, как и Аксентьева. Чего я только не услышала за эти выборы, но на самом деле мой выбор был очевиден. Почему Григорьев, да, я сейчас объясню. Потому что он человек, который проработал в мэрии уже почти 3 года, он занимался дорогами, поэтому на этой стезе мы с ним, ну как ну я с почетным дорожник, подорожник, да, как бы, естественно, мы на этой волне с ними познакомились, и я как бы его и в свое время критиковала по этому поводу. И сейчас, когда он занял пост мэра, не без моей помощи, а с моей поддержкой, естественно, к нему мой спрос будет еще больше, еще строже. Я его в любое его движение буду рассматривать под прицелом, да, под лупой, под микроскопом, под чем угодно. И, конечно, вопросы к нему будут. И пускай он работает, потому что основная моя идея заключалась в том, чтобы когда сейчас придут в мэрию новые люди, пока они въедут, пока они там будут раскачиваться, пока там наберут своих людей, там, да все, уже мы год профукаем, и город от этого ничего не выиграет. Просто из этих своих позиций я и поддержала Григорьева, потому что коллеги на переправе не меняют. Это как бы для меня был основной критерий, потому что люди мне сами писали: Сусанна, сама иди на эти выборы, сама выставляйся. А я подумала: господи, я в этой мэрии не работала, я не знаю, что там делать, как там, что это, господи, лучше пускай вот у вас есть Григорьев, пусть он назвался грузием, пусть и дальше получается, да, вот, а мы посмотрим, мы проконтролируем и как бы уже будем где-то помогать, где-то критиковать, но как бы ради всего для города, для дальнейшего развития нашей столицы. Вот. А если говорить именно о политической конкуренции, то она должна быть. И людям вот как раз-таки, не в обиду ни Павлу, никому, но людям реально надоели лица из Единой России. Как бы, это надо признать, и с этим надо что-то делать. Как бы, либо, потому что люди, почему они голосуют? Потому что их перестали слышать и видеть. Вот, допустим, я езжу по районам, разговариваю много с людьми, и просто отчаяние людей не доходит. Вот у них вроде бы есть депутаты, есть главы муниципалитетов, есть главы районов. Они даже до своих глав-то не могут достучаться, не говоря уже о наших республиканских властях. Что делают наши депутаты, я не знаю. Они там как бы красиво сидят, кнопочки нажимают, пройти ножками там и послушать, что хотят люди, как бы такого нету. Поэтому вот мы получили на этих выборах. И, допустим, что будет на Думских, мне даже страшно представить, потому что вот этот накал страстей, который начался в последний месяц, да, или последние даже 2 недели, или с момента снятия Федорова, это был такой, я не знаю, шквал противостояния, борьбы, грязи, борьба компроматов, там чего только не было. И будучи непосредственным участником вот этой вот кампании, мне страшно представить, что у нас будет на думских выборах. И, ну, это, конечно, все тоже будет зависеть от кандидатур, которые пойдут туда. Но мне кажется, будет жарко. И эти мэрские выборы, они показали то, что народ недоволен. И это мне, скорее всего, кажется самым главным итогом этой выборной кампании. Вот. То есть мы послушали Сузанну, не знаю, для меня ее ответ был достаточно понятен. Да. Своего опыта скажу, это не первая выборная кампания и новая. Ну, поддержу только один интересный тезис. Да. А действительно, может, хватит раскачиваться? Человек, вот, скажем, он старик. Люди сейчас, многие, мы сейчас в 2000 браке, да, у нас тезисы, по идее, для населения не изменились. А проблема состоит в том, что изменения в жизни этих людей, они такие глобальные, как объективные. И здесь вот это протестное голосование, думаю, оно само себя показало. А в данной ситуации, с точки зрения рациональности, выбора Сюзанны понятен.
А вот с вашей точки зрения, это рациональность или же все-таки жизнь, она действительно должна расставлять точки над «и», потому что, ну, согласитесь, когда много обещают, я не буду фамилии называть, да, и не делают, а только делают вид бурной деятельности. Ну, я не буду. Мы сейчас идем в другую сторону. Я хотел сказать, вот эти выборы, они все-таки доказывают, что людям больше интересно реальные дела, или же, например, позиция той же Обедина, там, журналиста, который говорит о том, там же основная это, ребята, вы о чем говорите, они обязаны сделать это, мэр только сидит и это, как бригадир руководит. Ну, может быть, в чем-то он прав, а с другой стороны... Можно я еще одну ремарочку Я сейчас договорю. ставлю? Ага. Мне вот именно по кандидатуре Обедина, да? Мне кажется, будь на месте Обедина какая-нибудь баба Клава, она бы набрала столько же процентных голосов, сколько набрал Обедин, да? И люди, я ей говорю, голосовали не столько за личности, сколько против партии, против, ну, как они любят выражаться, против этого застоя. И хоть кто, ну, я не знаю, кого угодно, назовите кого угодно, поставьте во главе этой оппозиции, он бы набрал именно столько же голосов. Ну, так, Ну, с этим там, согласитесь, Павел, что любой мог набрать, ну, типа, если бы это был бы не Обедин. Я так грубо, Так, конечно. ну, давайте я начну с вашего вопроса. Да? Да. Я считаю, что наше население, наше общество, оно развивается, оно растет. И у нас очень хорошие горожане, они болеют душой и сердцем за то, чтобы город развивался. Иначе бы наш город с каждым годом уменьшался бы в количестве. Но статистика говорит о том, что мы растем. И жители, которые остаются здесь жить, молодежь, которая приезжает сюда обратно, скучает по своему городу, приезжает обратно, они хотят видеть не лозунги и не политиканство, они хотят, как вот Сусанна сказала, прагматичность. Да? И мы изначально, я даже в своих сообщениях написал о том, что город должен в этот раз подходить прагматично. Как Сусанна сказала, мы действительно не должны были менять ту команду, которая сейчас действует, потому что очень много завязано нормативно, законодательно, конкурсно, очень сильно все завязано на той команде, которая сейчас действует. Я бы сказал, вот с точки зрения прагматичности, давайте вспомним именами. Если бы пришла бы другая команда, то то, что можно сделать сейчас по-быстрому, я надеюсь, по-быстрому, то, что пришла бы делать... Мы бы очень многое потеряли. Я как это официально заявляю. Мы потеряли очень много времени, и это было бы непростительно перед горожанами. Ну, непростительно. Надеюсь, что сейчас пройдет инаугурация, и мы уже увидим, узнаем, да? Ну, естественно, да. А вот что касательно, скажем, Обедина, да, в целом, если бы был бы другой эксперт, да, я немного здесь с Сусанной не согласен. Почему? Потому что есть электорат устойчивый у Федорова Владимировича, есть электорат устойчивый, появился, точнее, да, там, процентов 5, там, да, сколько там, за Обедина. Ну, естественно, львиная доля, естественно, против той системы, которая работает уже долгие годы. Но тут надо отметить такие моменты. Так как у нас открытое пространство, интернет открытый, да, средства массовой информации, там, и так далее, очень много моментов проецируется из центральной России в регион. То есть, если в центральной России так, то у нас то же самое. Ну, многие так думают. А на самом деле... Но это не так. Это не так, далеко не так. Да, вот, я вот лично всегда заявляю о том, что товарищ Бурматов, допустим, да, он дискредитирует партию «Единая Россия» и в целом поставил наше население перед большой проблемой, да, как бродячая собака. Я вот открытым текстом говорю, и в принципе руководство «Единой России» то же самое говорил, и писал письма, да, о том, что есть такие. Поэтому в региональном отделении «Единой России» работают и живут такие же люди, как мы с вами, горожане. Они тоже видят перекосы политики из центральной стороны, да. Они это, все это видят, и, в принципе, по мере своих возможностей. Ну,
Израиле. Да? Но тут один момент. Мы должны понимать о том, что мы должны использовать те инструменты, те системы, которые у нас уже устоялись и работают. То есть, если ты хочешь принести пользу своему району, там, да, городу и так далее, ты должен работать с теми системами, которые есть. Даже вот оппозиционная, настроенная, непартийная часть нашего населения, в кавычках, да, это Обеденный Федор, да, даже они пошли в справедливую Россию и с ними договорились, чтобы несистемный кандидат Обедин стал от партии «Справедливая Россия». До этого тоже все говорят, там, допустим, это помогает отрегистрироваться, да? Это помогает. Нет, на самом деле это тоже часть той системы, которая сейчас работает. Поэтому они пытаются тоже в систему войти для того, чтобы сделать какую-то пользу, ну, по их пониманию, какую-то пользу для города. Да? И здесь то же самое. Здесь, допустим, люди, которые работают в Единой России, да, они предполагают, что они считают, и они просто где-то есть ручная пила, есть там другая, да, система, да, которая работает. Вот, и, соответственно, тут работает. Сюзанна, я здесь небольшой вывод сделал из ваших без ощущения, получается, что эти выборы прошли для Москвы, что ли? Нет, это То есть для этих партий это надо признать, я почему говорю про партии, да, потому что выборы мэра города Иркутска, они дали старт выборам Государственной Думы Российской Федерации по всей России. Это надо признать. Поэтому очень сильно наблюдали за городом Иркутском, как будет идти выборная тактика вашей партии, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, да, и «Единая Россия». Поэтому очень сильно наблюдали. Это старт Государственной Думы Российской Федерации. я здесь не соглашусь, я не видел «Справедливую Россию» в Обеденном. А это и была тактика. То есть они просто выдвинулись, а дальше работали сами. Я правильно понял? Естественно, да. Это было не сильно, можно сказать, определенных. Они примерно понимали количество процентов протестных людей. Они это понимали, это как статистика. Они, в принципе, не дураки, они как бы все это считают. И, соответственно, они понимали, даже если «Справедливая Россия» не будет там сильно реагировать, то, как вот Миронов уже сказал, мы должны занять второе место. Ну, то есть я поставил задачу стать вторым местом. То есть ему предоставили те цифры, которые показывают, что даже если они не будут сильно вкладываться и напрягаться, то они получат второе место. Ну, здесь, я думаю, надо, как вы говорите, партии власти призадуматься о некоторых вопросах. А хотелось бы тогда заключить такой вопрос. Вот эти выборы дали старт государственному. Естественно. Я правильно помню? Ни одна из партий, которые участвовала в выборах города Иркутска, не проиграла. Естественно. И даже те, которые набрали минимальное количество. Они, во-первых, прокачали свою систему, они посмотрели, сколько у них сторонников, они посмотрели свой актив, сколько людей, кто как действует. Да? Они обновили свои данные, город, соответственно, они сделали часы, поэтому ни одна из партий, которая участвовала в выборах мэра города Иркутска, они не проиграли. Вот многие говорят там, вот там коммунисты плохо себя показали и так далее. Да? Но я вижу, что коммунисты набрали то, что они должны были набрать. То есть это с Савой Михайловым или без Савы Михайловым они набрали примерно там, на 10 до 15% набрали. Как арифметически. Да? Вот. А вот то, что касательно Обедина, здесь можно было ошибаться там, на 5, там, на 7% голосов. Поэтому ставка на Обедина это была чисто политтехнологические шаги «Справедливой России» для того, чтобы в сентябре те, кто голосовали за Обедина, часть там 5, 7, 10%, они и протестные электораты, естественно, пошли к ним в сентябре, но не к Единой России, к коммунистам. То есть речь идет, они же в большей степени работают на одном поле.
То есть КПРФ и «Справедливая Россия», они работают на протестном поле. А «Единая Россия» работает, системно работает. То есть они на земле работают, и поэтому они довольно сильно действуют по части полевых работ, да, скажем так, взаимодействия там, с большим количеством людей там, и так далее. Ну, тем электоратом, с которым нам приходится работать постоянно. Да, а вот КПРФ и «Справедливая Россия», они делят именно протестный электорат. Вот здесь «Справедливая Россия», они обыграли коммунистов, скажем так, да? Но все еще впереди. Почему? Потому что политические игры, они благодаря соцсетям, благодаря интернету, благодаря тому, что наше общество очень сильно информировано, очень сильно мотивировано, да, они поняли, что их использовали. Ну, это понятно, Да. но это Они, естественно. да, они поняли, что они попали в системе Абедин, Федоров, «Справедливая Россия» политтехнологическую игру, в которую их вовлекли. И очень многие сейчас это начинают понимать. А продолжение темы «Справедливой России» и Федорова с Абединым, да, уже четко, ясно видно, что у них нет одной дороги. То есть это разные, разные понимания. То есть «Справедливая Россия» по-другому понимает, и Абедин, Федоров, они по-другому все это понимают. Поэтому понятно, что они объединились кратковременно на короткую дистанцию. То есть у них нет ни идей, да, совместно, у них нету, они просто собрали большую часть протестного электората. Ну, было у Федорова там 20%, да, или там у Абедина там 5-7% добавилось, да, а большая часть все равно она протестная. Ну, здесь, наверное, напоследок один вопрос, который меня вот все выборы волновал, да. И это касается выборов государственных думы. Поймите, да, я был удивлен тем, что везде говорят мэр города Якутска. Ну, нет у нас мэра, извините, это первое. Это средство массового. Второе. Никто нигде не объяснил, что такое глава городского округа город Якутск, что он должен иметь по государственному служащему муниципалитет, какие него возлагаются обязанности. И самое главное, да, меня вот что заинтересовало. На государственную службу муниципалитета без высшего образования и службы в армии ты не попадешь. Да. Но в мэры без образования и без справки о здоровье попадешь. Это я точно понял. Ну, извините, так оно и есть. И задал вопрос нашим коллегам из Москвы с общественной палаты по этому вопросу и понял так. Мы самое демократичное и гуманное государство по выборам главы городского округа в городе Якутск. И всего двое, да, или 5 там выбирается в России. Да. Но хотел бы я сказать, спросить, как у Сюзанны, как журналиста, и как у вас, один вопрос задать. Надо вводить какие-то поправки? Ну, извините, ну как-то странно, да, чтобы на государственную службу попасть, надо иметь военную службу, чтобы, и, кстати, здоровье, да, смотрим. В депутаты, в главу городского округа, никаких медицинских ограничений, извините, ну, сами там, что-то лежачий был. Нету ограничений в образовании, это все показано. Депутатов ограничений есть. Ну, в принципе, как мне сказали, и по уголовному, ну вот раньше, помните, добавили, ну, может быть, знали Советский Союз, когда 3 преступления, это рецидив. Даже погашенные, не погашенные, и это поражает права в Советском Союзе. У нас даже получилось 3, да, мы его не зарегистрировали, тем не менее. Поймите, это есть недочеты для меня, как избирателя, я считаю это недочетом, именно избирательным. Законодательное поле должно развиваться. Я здесь как бы не говорю о том, что там так и должно оставаться. Да? Все меняется, все развивается. И с учетом нынешних реалий, вполне возможно, что какие-то изменения могут быть внесены. Да? Но тем не менее, я считаю, что у нас одна из таких самых демократичных обществ. У нас побеждают иногда даже несистемные кандидаты, да? И разрыв, который у нас тоже есть, он тоже незначительный, да? Поэтому я считаю, что каждый должен высказать свою точку зрения, и в принципе каждый достоин выиграть эти выборы. Поэтому я с Сюзанной согласен, да? Плюрализм, возможность участвовать в
самом деле повышает ответственность победителя. Сюзанна, вы согласитесь? Слышите меня? Нас? Да, конечно, я слышала. И как- Кстати, вот, Олег, по поводу того, что ты сказал, да, по поводу образования, и тут получается, знаете, как Али, просто вот как говорят, любая кухарка может управлять государством. Тут то же самое, то есть любой человек, не имея образования, не имея стажа работы, может выдвинуться, его изберут, и он станет избранным главой города. Но на самом деле мне все-таки мое личное отношение к этому такое, то что человек, идя на пост главы муниципального округа, муниципального образования, он все-таки должен иметь и высшее образование, и стаж работы, ну хотя бы, не знаю, получить образование по муниципальному управлению, знать основы. Потому что не просто так, вот меня избрали, и все, и теперь я буду сидеть, наберу там себе замок, который будет за меня работать, а я буду просто сидеть и пальчиком указывать, что делать. Нет, извините меня, так быть не должно на самом деле. Он глава, и глав мы должны избирать и именно достойных и образованных. Ну, конечно, там имеет 4 высших образования, там МГИМО, там, я не знаю, там Бауманка, МГУ или еще что-нибудь, но хотя бы одно должен. Вот, но это мое принципиальное отношение к этому вопросу. И то, что человек там без образования, но при этом изданный глава, это не есть хорошо. Ну, ладно, главу опустим, а касаемо депутатов Государственной Думы, как ты должно это? Ну, на Государственную Думу, извините меня, это люди, которые сидят, это представители регионов, целых одномандатники, допустим, да, которых из целого региона избрали на то, чтобы он представлял интересы их, всего населения, получается. И что мы тоже должны, вы кого там сидеть и выбирать, что ли? Нет, ну вы меня простите, но там тоже туда должны пойти люди, которые с познанием дела и которые активно могут что-то изменить. Вот, допустим, из действующих наших депутатов, да, как при всем моем глубоком уважении к Галине Иннокентьевне и к Мусову, извините меня, ну, я бы могла сказать грубо, да, ну ладно, я сейчас воздержусь, но мне кажется, что на этих думских выборах этих людей необходимо заменить. Вот. Ну, так, это ваше мнение. Прошло 5 лет, да, что мы получили? По факту, как бы, ничего. Ну, друзья, Поэтому, может быть, просто, друзья, не знаю. Я что хочу сказать, да? Да, есть, везде есть палка о двух концах, да? Везде. Монета тоже имеет две стороны, но с другой стороны, то, что у нас вот такая система, да, это доверие к населению. То есть мы повышаем тем самым доверие к избирателям. Поэтому я считаю, что та система, которая сейчас у нас работает, она в принципе нормальная, и нельзя сказать, что, допустим, сегодня, что население неправильно выбрало Сардана Владимировна. Да? По тем результатам, как она работала, в принципе, выбор был нормальный и такой достойный. Да? Поэтому сейчас говорить о том, что это плохо, ну, наверное, где-то есть перекос. Да? Но с другой стороны, доверие к населению – это самое главное. И люди сейчас понимают, что они решают очень много. Люди решают. То есть, я правильно, Павел, как бы донесу, что выборы состоялись, и доказано, что вот эта избирательная кампания доказывала, что выбирал сам. Да. И как именно. И эта система, она доказала свою жизнеспособность. Естественно, да. То есть даже в выборах 2018 года я считаю, что народ, население, горожане достойный выбор сделали, несмотря на то, что были другие кандидаты достойные, да? Но тем не менее. И сегодня наша система показала, что такие люди, как, допустим, Абидин, да, они не могут пройти по всю эту систему. При всем их красноречии, при всем их активности в соцсетях, так далее, люди в большинстве своей, они сказали, что мы вас не видим мэром, ну, главой города Иркутска. Поэтому система жизнеспособна, она рабочая, и я думаю, что менять сейчас какие-то большие изменения вносить, я думаю, не стоит. Ну, жизнь покажет.
можно, в принципе, законодательную инициативу сделать, да? Потому что там ограничение барьеры расстояния. Но опять-таки это повлечет за собой то, что в последующем достойные люди могут не избраться. Значит, это будет плохо. И получается, мы на Государственную Думу уже выходим более-менее с понятным. Естественно, да. Я даже уверен, что сейчас, если перейти к Государственной Думе, да, Российской Федерации на выборах, то я думаю, что очень хорошая позиция у Единой России. Почему я так уверенно говорю? Потому что население вот на этих выборах, они поняли, что есть определенные перекосы со стороны оппозиционных сил, которые используют людей, то есть используют жителей, вводят в заблуждение и, соответственно, своим поведением они дают понять, что, в принципе, им безразлично, как будет город управляться, да, им безразлично, что будет в будущем, там, через год, через два. Да. Ну, они не подчинены законодательным российским законам Российской Федерации. Да, им безразлично то, что будет происходить с нашим населением. А Единая Россия в лице главы города, который сейчас избрался, да, в лице Алексея Сергеевича, да, который взял на себя ответственность изначально с первого дня, да, они сказали, что мы на себя берем ответственность за все, за дороги, за мусор, за собаки, за бюджет, за зарплату, да, мы берем на себя ответственность. И сейчас как раз таки подходит время быть ответственным. Быть ответственным. И население сейчас этому отвечает. Они уже понимают, что невозможно быть только одним критиканством, пытаться делать что-то доброе. Да? Ты должен все-таки созидать, должен быть позитивным, должен быть таким, чтобы ставить цели наперед. А не так, что там я сейчас разберусь в этом белье, да, там, я сейчас разберусь в этих косяках, да? Я сейчас разберусь, а потом как-нибудь, потом я там займусь какими-то большими крупными проектами. Да? Я сначала должен разобраться здесь, выгнать там чиновников, выгнать там главу Сайсанского округа, выгнать там того. Это как бы неконструктивно. Население это поняло. И я думаю, что этим летом, если Единая Россия будет доходить до каждого, объяснять свою позицию ответственном отношении в целом, не только там по собакам, да, не только по мусору, да, не только там, а в целом за то, что переселение, да, дороги, да, водоотведение, там, газификация. Мы берем ответственность, мы работаем над этим. Я думаю, шансы выиграть у Единой России с каждым днем будут уменьшаться и у КПРФ, и у Справедливой России. Я в этом, честно говоря, уверен. Потому что население наше, оно умное. Оно, Павел, можно тут перебью тебя немножко, да, в этой части? Да, на самом деле в части ответственности я с тобой согласна. Единая Россия, она очень ответственно подходит к каждому вопросу, исполняет, естественно, да. Но, смотри, явка у нас все-таки очень низкая была по городу, и это все-таки говорит об аполитичности основного нашего населения. То есть 60% населения города, которые имеют избирательное право, они своим правом не воспользовались. Они просто не вышли. О чем это говорит? Это может говорить о многом, да, о том, что они устали, они перестали верить обещаниям, они не видели вообще достойных кандидатов среди выдвинувшихся, либо им просто грубо наплевать на то, кто будет мэром города. Но все-таки 40 и 44% такие малая явка, низкая явка. И если бы мы говорили хотя бы о 55, о 60% явки, тогда можно было бы говорить. А сейчас это довольно-таки низкие показатели. Ну, Сунан, стакан всегда же так. Или он наполовину полон, или он наполовину пуст, да? Поэтому я бы не сказал, что то население, 60%, которые не пришли голосовать, что они все аполитичны. Я думаю, что какая-то часть там разного направления, да? Есть люди, которые, в принципе, довольны тем состоянием, которое они сейчас имеют. Ну, реально довольны, да? Есть люди, которые считают, что без него и так решат, короче. Он как бы считает, что он не обязан участвовать в этих выборах, потому что считает, что достойные люди пойдут и проголосуют. И... Ну, большинство в своем так.
Да. мой голос, он не имеет Да. никакой силы. Вот. И, соответственно, это не говорит о том, что они полностью аполитичны. Они, естественно, сидят в инстаграмах, они сидят в соцсетях, они комментируют, там, могут и не ходят на выборы, да, потом дома комментируют. Поэтому у нас общество, она активная. А вот по части вот ножками дойти до избирательного участка, вот тут есть проблема. Да? Вот тут есть как бы... Ну, давайте ножками немножко утрируем, там же можно было вызвать на дом. Нет, ну я имею в виду, что физически проголосовать, тут проголосовали активная часть. И, кстати говоря, это не низший показатель, это нормальный средний показатель голосования. А если вот, допустим, сказать про Сайсавский округ, да, вот в 2018 году, когда я избирался, да, у нас участвовало на выборах порядка 9 тысяч человек. Тогда избирателей тогда было около 22-20 тысяч человек. То есть до 40% людей приходили, голосовали, и за меня проголосовало 3600 человек. То есть, Ну, я бы так... и так было всегда. И так Ну, было... это практика показывает, Да. что это статистика. Это статистика, И да. она многолетняя. Многолетняя устоявшаяся статистика, которая говорит о том, что у нас только при максимальных таких больших выборах могут там подняться там, до 60%. 71 на выборе президента России. Да, президента России. Это ну, когда это такие огромные, когда кампания идет с длинным сроком, там, да, с длинными там, участниками, тогда да, 71 может быть. Да. А в таких выборах, скажем так, где вроде бы все и участвуют, но в то же время все Но я могу так пояснить, надо было сделать льготы по коммунальным услугам и так далее и тому подобное. Может быть, пришли. Ну, надо нам чем-то мотивировать имеется. Ну, естественно, ты пришел на избирательный участок, теперь буду ударить. Не пришел, извини. Не, ну, раньше же так было. Получите. Нет, ну, понятно. Это было, знаете, когда? Это когда мы привыкали к выборной системе, да? Мы все-таки демократия молодая. В 90-е годы, в начале 2000-х годов, да, действительно так делали для того, чтобы мотивировать. Нет, давайте так. Сейчас... Я высказал не о том, Да, что надо покупать избирателя, а его надо мотивировать, чтобы он пришел на избирательный Я участок. про это и говорю. То есть сейчас уже можно сказать, мотивированная часть населения, она уже ходит на выборы. То есть уже ходит на выборы мотивированная часть. Не надо там кого-то там привлекать, выкупать, там, чтобы человек пришел, обязательно работу получил и так далее. Но этот этап развития нашего общества прошло. Не знаю. Сахатин трансмитинг мог бы сделать годы. Я к тому, что действительно это спорный вопрос, потому что тоже с юристами там общаться надо. Но на самом деле выборы же прошли, глава у нас выбран. Сейчас у нас задача, ну я не знаю, у того населения, которое было мотивировано, чтобы те обещания были выполнены. Я правильно понимаю? Естественно, да. Это очень важно. Мы сейчас работаем над указом социально-экономического развития города. Мы работаем над изменением закона о статусе столицы республики. Да? Вот буквально позавчера тоже собирались, обсуждали этот момент. Сегодня у нас идет подготовительная работа по столетию республики. Да? На 22 году мы будем это отмечать. У нас очень большая работа идет по безопасности автомобильным дорогам. Да? Вот, опять-таки сегодня у нас встречались совещание было по газификации. Петра Васильевича там обсуждали по городу там, и так далее, по устранению дефицита там, и тому подобное. Да? Поэтому сейчас Евгению Николаевичу надо исполнить то, что сейчас уже делает городская администрация города Якутска. То есть это его команда, которая уже 1,5 года до этого работала, он сейчас должен просто ее наладить так, чтобы она как часы отработала в 21, 22, 23 годах. Сюзанна, ну напоследок. Можно я тут тоже кое-что вставлю, да, свою ремарочку? По поводу, если говорить о реализации всех этих программ, да, корпоративных, что меня удивило больше всего по итогам этих выборов? Люди, которые
живут на 203-м микрорайоне, абсолютно новом микрорайоне, они когда там было два участка. В одном участке выиграл Григорьев, во втором участке выиграл Обедин. И как раз таки люди, живущие в благополучном микрорайоне города, они показывают протестные голоса. При этом люди, которые живут на 17-м кластере, они даже голосовали не только за своего главу, да, за Саву Михайлова, а за Григорьева. Это тоже много о чем говорит, допустим, да, и меня вот, как раз таки очень сильно не то что напрягает, а заставляет задуматься и делать какие-то определенные выводы именно по тому, как голосует устойчивый средний класс, у которого хорошие квартиры, машины, достаток выше среднего, да, и при этом как голосуют жители 17 класса. Ну, то есть, как бы, разные слои населения, они голосуют по-своему. И вот те люди, которые представляют у нас средний класс, они голосуют протестно. И вот это как раз-таки основной звоночек, который для меня прозвучал по итогам этих выборов. И будь я, допустим, на месте того же самого Григорьева, либо руководства республики, либо технологом, я бы именно к этому показателю особо бы присмотрелась. Вот. И работала бы именно, наверное, с этой части населения по большей части. Вот. Сюзанна, спасибо. С вами были депутат Государственного собрания по ксенофонду. Я заканчиваю наше, мы уже давно говорим. Сюзанна, Народный депутат. народный депутат. До скорой встречи, я думаю, мы определим новую тему разговора. Я думаю, она будет интересна для жителей, будет узковата, такая большая, как это. Мы уже будем спрашивать о том, что глава уже сделал, насколько это правильно и хорошо. До новых встреч. Всем пока. До свидания. До свидания.